Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов на совещании с участием представителей наблюдательного совета и оценочной комиссии, проводившей кадровый отбор, объявил о первых итогах конкурса. По результатам очного этапа на должность исполняющего обязанности председателя комитета по делам молодежи Ингушетии назначен Анзор Мархиев, начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Ингушетии Муса Гагиев, замминистра транспорта, связи и энергетики Ингушетии Али Гилесханов, помощником первого зампреда правительства Ибрагим Цороев. Должности в управлении делами главы субъекта и комитете по туризму Ингушетии получили Арсамак Аушев и Ваха Гадаборшев соответственно. Руководитель региона отметил важность проекта, который поможет обновить руководящий состав и внедрить свежие талантливые умы в органы исполнительной власти. У нас еще есть должности, и я хотел бы, чтобы вы свою честь, репутацию берегли. Надо трудом заработать свой авторитет, репутацию. Душой надо болеть. Путь он нелегкий, чтобы вы понимали, что вы готовы к этой жизни, сложным решением вопросов. Я очень полагаюсь на вас. Надо идти, разговаривать с людьми. Советник главы Ингушетии Исаак Астоев, член наблюдательного совета, в свою очередь напомнил, что любой чиновник в Ингушетии должен помнить, что он лицо республики, и обозначил девиз, которым, по его мнению, должен руководствоваться каждый из них. Если вы будете всегда помнить о том, что от вашего поступка, от вашего таланта, от вашего умения будут судить о нашем маленьком народе, вы пойдете далеко, вы принесете пользу и нашему народу, и России в целом. Надо идти вперед, надо гордиться тем, что вам среди равных вас выбрали. Среди перечисленных есть как управленцы с опытом работы на госслужбе Арсамак Аушев, Ибрагим Цороев и Муса Гагиев, так и новые лица. Заведующие кафедрой гражданского права и процесса юрфака ИНГУ, кандидат юридических наук и член наблюдательного совета конкурса Мурат Арчаков подчеркнул, что организаторам удалось добиться поставленных целей. Именно посредством конкурса удалось выявить наиболее квалифицированных людей, которые обладают нестандартным мышлением, сказал бы так. У нас была возможность все это воочию убедиться в этом. Люди, умеющие ставить перед собой цели и поэтапно их реализовывать. Непосредственно подводя итоги конкурса, хотелось бы отметить, что победители конкурса вполне способны замещать те или иные высокие должности в нашей республике. И сегодняшнее назначение это лишний раз доказывает. Проведение подобного конкурса – это очень полезно для нашей республики. Глава республики отметил, что это возможно будет ежегодно. И посредством конкурса будут выявляться наиболее квалифицированные, подготовленные кадры для замещения тех или иных должностей нашей республики. Кадровый проект стартовал 30 августа. За период регистрации для участия в конкурсе было подано более 3700 заявок. По итогам первого заочного этапа конкурсным комитетом были отобраны 60 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. Они получили приглашение во второй этап проекта, на котором были определены 20 лучших. Организован был конкурс на очень высоком уровне. Сам конкурс был согласован на уровне администрации президента России, тоже об этом говорит. Высокий профессионализм и экспертов, и организаторов конкурса. Хотелось бы всех поблагодарить, кто организовал в первую очередь и главу республики Махмуда Али Макшариповича за то, что предоставил нам такую возможность принимать участие в конкурсе. И после данного конкурса постараемся оправдать те надежды, которые возлагает на нас глава республики, в целом руководство республики. Я считаю, что конкурс был проведен очень профессионально, начиная с заочного этапа, когда мы заполняли анкеты, записывали видео, раскрывались все стороны наших личностей, то есть там и учитывался и психологический аспект, то есть там какие-то личностные качества, качества характера человека, и также профессиональные качества, то есть выявлялась квалификация человека и его потенциал. Все было абсолютно прозрачно, там не было никаких подтасовок, я это могу говорить как участник данного конкурса, то есть все решалось на ходу, в течение 4 часов мы придумывали, защищали проекты. Комиссия, которая оценивала нас, как люди, приехавшие из Москвы, так и местные наблюдатели,
выполнили свою работу, я считаю, очень добросовестно, потому что оценки, которые выставлялись нам, в конечном итоге я видел уже, что те люди, которые действительно проявляли себя на конкурсе, были наиболее активными, они и прошли в итоговую двадцатку. В ближайшее время будут объявлены имена других финалистов конкурса, которым также будут предложены должности в структуре органов государственной власти Республики Ингушетия. Жарадат Хулхоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Магомед Дедигов. Новости 24.